Еще в 2008 году на страницах итальянского геополитического альманаха «Лаймс» появился материал, предсказывающий распад Украины на 3 части. Согласно прогнозу, такой сценарий мог бы стать следствием глобальных геополитических изменений и нарастающего мирового финансового кризиса. В соответствии с прогнозом на месте современной Украины возникнут Восточная Украина и Крым – это Харьковская, Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская области, которые войдут в состав Российской Федерации. Центральная Украина – это Черниговская, Сумская, Житомирская, Киевская, Полтавская, Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Хмельницкая и Черновицкая области, которые войдут в новый так называемый российский блок. Западная Украина – это Ровенская, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Закарпатской области, которые будут придерживаться нейтрального статуса. Это был не прогноз, а скорее констатация неоднородности украинской национальной территории. Сразу после обретения независимости там обнаружилось очень разное этническое и культурное присутствие. В частности, часть Галиции находилась всегда под сильным польским или австро-венгерским влиянием, и она чувствует себя ближе к Центральной Европе. Вокруг Киева находится спорное пространство, а восточная часть, как вы знаете, всегда была и остается очень близкой России. Конечно, я не советую Украине разъединяться. С другой стороны, я вижу, что Украина больше разъединена внутри, нежели кому-то извне может показаться. Внутренняя разделенность Украины – реальность, и эту реальность нужно принять. С ней и нужно работать. Бессмысленно думать о том, что эта страна единое целое. Этого нет. Я боюсь, что те советчики, которые сегодня туда ездят и стимулируют разногласия с одной и с другой стороны, делают очень плохо. По словам Вацлава Клауса, первого премьер-министра независимой Чехии после распада Чехословакии, их вариант разъединения возможен лишь при наличии общего языка и невмешательстве третьих стран. Однако пока на Украине нет ни того, ни другого. И для Украины, и для России воссоединение, что бы мы под этим не понимали, Евразийский союз или в худшем случае дезинтеграция Украины на части с образованием каких-то новых формирований, это единственный выход из ситуации, когда провоцируется большой конфликт в Европе, большой конфликт Европы и России. С таких конфликтов начинались 2 мировые войны, и они привели к тому состоянию, положению в мире, в котором мы сейчас находимся.